Состав российской делегации весьма представителен. В нее входили, в частности, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, начальник управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками Содружества независимых государств, республиками Абхазия и Южная Осетия Олег Говорун и другие официальные лица. Встреча президента Рауля Хаджимбы и Владислава Суркова проходила за закрытыми дверями почти 1,5 часа. По ее окончании в администрации президента прошло совещание по подготовке к реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2015-2017 годы. Также был рассмотрен вопрос завершения строительных работ, проводимых в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2014 год. В совещании приняли участие все руководство Абхазии, главы городов и районов республики. Затем с руководителями силовых структур Абхазии обсуждалась подготовка соглашений по силовому блоку, которые будут подписаны в развитии основного договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Абхазией и Россией. По словам президента Абхазии, российская сторона подтвердила все обязательства, предусмотренные договором о союзничестве и стратегическом партнерстве. В частности, в полном объеме будут реализованы социальные проекты. Мы обсуждали вопросы, связанные с инвестпрограммой. Есть вопросы, которые будут реализовываться буквально в ближайшее время. Это связано с теми программами, которые были заложены в части, касающейся работ по инфраструктуре дорог. Продолжаться будут проекты, связанные с водоснабжением, канализационными системами. Но есть и проекты, которые для нас очень важны и интересны. Это пойдут проекты, направленные на развитие нашей экономики. Владислав Сурков заявил, что несмотря на экономический кризис, Путин решил не сокращать расходы, связанные с поддержкой Абхазии, и подтвердил финансовые обязательства России. Сурков напомнил, что на развитие Абхазии на текущий год первоначально предполагалось выделить более 4 миллиардов рублей. Однако после подписания нового договора эта сумма была увеличена на 5 миллиардов, то есть более чем в 2 раза. Сегодня в России непростая ситуация, мы все это знаем, и идет, честно говоря, сокращение бюджетных расходов, это тоже никакой не секрет, но президент России с подачи и по просьбе вице-премьера Хлопонина принял решение не сокращать расходы, связанные с поддержкой Абхазии. То, что запланировано, эти 9 с лишним миллиардов, будет полностью предоставлено в распоряжение абхазского руководства. Комментируя ситуацию на пограничном переходе ПСО, помощник российского президента отметил, что между нашими странами не должно быть границы. На что президент Абхазии Рауль Хаджимба сказал, что в ближайшее время будет упрощена процедура пересечения государственной границы по реке ПСО. Для того, чтобы решить все эти задачи, нужно постараться поработать еще совместно. Мы сегодня обговаривали этот вопрос, здесь обсуждалась и эта тема. Касаясь вопроса абхазских пенсионеров, не имеющих российского гражданства, Сурков подчеркнул, что этот вопрос будет прорабатываться. Будет ли это метод представления гражданства или просто мы найдем финансовый способ решения этой проблемы, но я думаю, что мы будем продвигаться тоже здесь вполне быстро к решению этой проблемы. В ходе своего однодневного рабочего визита в Абхазию Владислав Сурков также встретился со спикером Народного собрания Валерием Бганба. Сим Аргун, Елена Лолу, Акоп Кушьян, Абхазское телевидение.